بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля баракатуху. Мы сейчас совершили джамаат намаз. Джамаат намаз, мы все прекрасно знаем, какое вознаграждение за коллективную молитву. Очень много хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, очень много сказано учеными, насколько ценным является намаз, насколько полезным для каждого из нас является джамаат намаз. И мы все знаем, что этот коллективный намаз имеет большое значение. Нам нужно стараться совершать все намазы коллективно. Мы обязаны раз в неделю совершить пятничную молитву, тоже коллективно. И джамаат намаз, он очень ценный, настолько ценный, что если человек, к примеру, не желает совершать намаз коллективно, вот это нежелание его может опустить до лицемерия, до уровня лицемера. То есть как признак нифака, если он предпочитает не молиться коллективно. То есть насколько это намаз, коллективный намаз, он ценный. Но если мы заглянем в книги и посмотрим, узнаем, какая основная причина того, что Всевышний Аллах предписал нам совершать намаз коллективно 5 раз в день, для чего Всевышний Аллах обязал нас раз в неделю собираться в одном месте, совершать джум'a, и для чего мы 2 раза в год тоже собираемся на Аид намаз, Курбан байрам, на Ураза байрам. То есть мы должны прийти, собраться в одном месте и совершить намаз коллективно. Вот если возникнет вопрос, для чего Аллах предписал, какая мудрость основная, то в книгах написано, основная причина – это укрепить братские узы. То есть мы приходим, мы обязаны прийти и собраться. Для чего? Чтобы после намаза посмотреть по сторонам, увидеть своего соседа, коллегу, одноклассника, однокурсника, друга, увидеть его и поговорить с ним. Как у тебя дела? Что нового? Как здоровье? Вот для чего, оказывается, предписана коллективная молитва. Чтобы братья собрались в одном месте и не просто разошлись, как у нас обычно бывает. Мы этот инструмент часто, редко используем. Но раз мы собрались, нужно этот инструмент использовать, то есть укрепить братские узы. Пока мы здесь, наладить хорошие отношения, сделать внимание кому-то, спросить его хотя бы, как его состояние, как его положение. Вот, оказывается, основная причина того, что Аллах предписал делать намаз именно джамаатом, чтобы скрепить братские узы. Поэтому нам это нужно использовать. Бывает, приходят сюда, совершают намаз, выходят, какие-то обиды остаются. Вот эти обиды надо решать, их ломать, укреплять братские узы с помощью коллективной молитвы. Этот джамаат намаз, он еще чем удивителен? То, что он всех людей ставит на один уровень. Если за пределами мечети ты авторитетный человек, кого-то не признавал, то здесь в мечети для тебя отдельного места не бывает. Кем бы ты ни был. Ты становишься со всеми, как бы ты ни был богат, авторитетен, ты будешь ложить свою голову именно там, где ноги другого брата. То есть джамаат намаз убирает вот эти все барьеры, все одинаковые, все братья, чтобы скрепить. И в конце, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, есть такие изречения,
которые начинаются со слов «иякум». То есть, когда пророк хотел сподвижникам, когда хотел он их от чего-то остерегать строго, он применял это слово «иякум», то есть вот так начинал свое обращение. На русском это переводится как «ни в коем случае», то есть особая форма предостережения. Ни в коем случае не делай то или то. И у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, есть вот такие изречения. Их даже собирают в сборниках как отдельный раздел, от чего пророк строго остерегал. То есть это означает, что то, от чего он остерегал в такой форме, очень опасная вещь получается. Раз он вот так применял. Не просто говорил «не делай», а «ни в коем случае не делай». И он как-то сказал «иякум васуа датиль байни». То есть ни в коем случае, чтобы ты не был причиной раздора между братьями. Чтобы от тебя отвернулся твой брат, сосед, друг, и чтобы ты не стал причиной того, что из-за тебя двое тоже поссорились. И якум, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ни в коем случае вот такое не делайте, говорит пророк. Фаиннаха аль-халика, говорит посланник Аллаха. Вот такой поступок, когда мы не обращаем внимания на то, что наш знакомый с нами не разговаривает, обижен, и мы начинаем думать, я же был прав, он был неправ. То есть это не имеет значения. Если мы допускаем такое, если из-за нас кто-то не разговаривает, или мы с кем-то не разговариваем, вот такой поступок пророк сравнил с бритвой. И посланник Аллаха, то есть в тафсирах сказано, и сам он тоже объясняет, что не та бритва, которой волосы бреют, а это бритва, которой режут религию. То есть посмотрите, какой урон, скажем, вред наносит, когда два брата, вроде бы в горах, батухи, ты думаешь, что может от этого произойти? Но где бы мы ни были, когда два брата не разговаривают, это бритва, говорит посланник Аллаха. Она сказывается не только на этом джамаате, на этом районе, на всем Дагестане, на всей умме вот трещину дает. Когда просто два где-то брата не разговаривают. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы в этом селе, в этом районе, в Дагестане у нас мы укрепляли братские узы. Наш муфти Кудыяв, он часто на собраниях говорит, я вижу, говорит, решением всех проблем, в частности в Дагестане, в одной вещи говорит, это любви друг к другу. Вот так говорит Кудыяв часто. Когда один дополняет другого, когда один уважает другого. И он же сказал, какой у нас должен быть принцип, закон. Не уважать того, кто нас уважает, уважать даже того, кто нас не уважает. Вот такого принципа нам нужно придерживаться. Это поручение от нашего Кудыява. Вот это уважение проявлять. Но у нас очень много бывает причин, из-за которых мы можем кого-то не уважать. Но эти причины нам советуют убирать и на них не обращать внимания. И в конце скажу, наверное, вы слышали историю, алимы рассказывали про ежат, когда в лесу ударил сильный мороз, и животные стали умирать. И тогда ежики, ежата, они решились собраться в одно целое, но их иголки друг другу мешали, кололи. Они начали опять разделяться, но начали вымирать. Тогда они решили, или мы научимся не обращать внимания на эти уколы друг друга и останемся живыми, или же мы разделимся, но умрем. И они научились не обращать внимания на уколы, которые ему делает укол, и тот укол, который он сам тоже этот вред наносит. И вот
мудрые люди что говорят? Вот мы подобны этим ежикам. У каждого из нас в характере есть вот эта иголка, которая другому не нравится, которая другому вредит. И у него есть, и у тебя есть. Поэтому что легче делать? Чтобы жить хорошо, благополучие, надо научиться не обращать внимания на эти уколы. То есть на минусы характера в человеке. Почему? Потому что у тебя тоже есть такой минус. От тебя тоже эта иголка торчит. Ты тоже всех колешь. Не только он. И как они выжили, вот у нас тоже будет баракат в этом. Прошу Аллаха, чтобы вот этот джамаат был еще сплоченнее, был еще лучше, чтобы мы чувствовали боль другого нашего брата. Когда у него проблема, чтобы мы отзывались. Когда у него радость, чтобы мы радовались. Вот только через вот такую работу и улучшается и село, район, Дагестан и вся умма.